В Ленском районе увеличилось количество случаев мошенничества в социальных сетях. Так, одна из ленчанок попалась на крючок обманщиков. Вячеслав Пилипенко продолжит тему. Героиня сюжета просила не показывать ее лица и не называть имени. Вспоминать ситуацию стыдно. Молодой девушке позвонили из банка и предложили кредит по очень выгодной процентной ставке. Сумма займа 300 тысяч рублей. Но одно условие – пусть сначала заплатит сама. И они мне сказали, что мне кредит весь одобрен, но мне надо еще деньги закинуть на сумму 21 500 рублей. Потому что эти деньги они подтверждают мою платежеспособность. Поняла, что меня обманывают, стала звонить на эти номера, а там они уже все были недоступны. И в общей сложности я потеряла 50 192 рубля. И обратилась в полицию о том, что меня обманули. Со вторым видом мошенничества сталкиваются пользователи социальных сетей. Именно в них часто встречаются просьбы о помощи. И именно материальной. Пишут, что попали в сложную ситуацию, сломался телефон, надо одолжить денег или просто просят пополнить счет мобильного. Пишут в основном люди из списка контактов. На такой развод мошенников уже практически никто не ведется. Но иногда слишком доверчивые горожане все же попадаются на крючок. Подруга подруги попросила перевести ей 8 тысяч, так как ей срочно необходимо. Она находится там в критическом состоянии. Также переводит деньги свободно. В процессе выясняется, страничка взломана и денег, соответственно, нету. Подобные преступления раскрывать достаточно сложно. Номера телефонов, как правило, оформлены на подставных людей, а страница в социальной сети сразу блокируется. Чтобы не попадаться на удочку мошенника, нужно быть предельно внимательными. Аферисты готовы на любые уловки, лишь бы обманом забрать ваши кровные. Никому не сообщайте реквизиты банка и банковских карт по телефону. Если возникли подозрения, свяжитесь со специалистами вашего банка. Там вас точно не обманут. Вячеслав Пилипенко, Сергей Счастный, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край».